Очень приятно получить в подарок букет цветов, особенно если это розы. Бывает обидно, конечно, когда цветы вянут, но можно сохранить их на более длительный срок и насладиться в полной мере, если воспользоваться советами специалиста из Россельхозцентра по Ингушетии Любы Джандиковой. В первую очередь мы убираем упаковочный материал. Чем короче цветы, тем быстрее они могут напитаться влагой. То есть более короткий путь влаги пройдет от среза до самого цветка. Соответственно, цветок всегда будет получать больше влаги, чем стебель. Поэтому, если розы в вашем букете на длинных цветоножках, то желательно, конечно, их укоротить. Следующее золотое правило – это то, что цветы должны стоять погруженными в воду ровно наполовину. Сейчас я буду обрезать наши цветоножки под углом 45 градусов до того размера, чтобы буквально половина поместилась в нашу вазу. Секатор, с помощью которого проводится обрезка, должен быть острый. Это важно, потому что если мы будем кромсать наши цветы тупым инструментом, то все сокопроводящие сосуды зажмутся, и в этом случае вода не будет поступать в сам цветок. Обрезаю чуть меньше половины стебля. После того, как мы обрезали, необходимо очистить ту часть, которая будет находиться в воде, от листьев. Убираем листочки, так как, находясь долгое время в воде, листы могут привести к размножению различных бактерий. Вот такие розы мы можем уже поместить в нашу вазу. В вазе они будут смотреться очень хорошо. И следующее правило – это то, что срезанные цветы в вазе нельзя располагать на солнечном подоконнике, либо на столе, где длительное время воздействуют солнечные лучи. Лучшее место для расположения букета – это теневое место. И, конечно, каждые 2 дня необходимо проводить смену воды. При этом надо делать подрезку кончиков стеблей цветов. Это важно, так как бактерии все равно развиваются в воде, и они завиливают немножко срез, который мы и обновляем. Таким образом, чтобы сосуды опять были открыты и готовы к приему большого количества воды для подачи ее в бутоны. Когда вы проводите замену воды, необходимо тщательно промывать вазу от всякой слизи, если есть возможность, также промывать тщательно под проточной водой стебли, которые находились в воде. Применяя эти простые правила, вы можете на более длительный период сохранить букет цветов.